Доброе утро, Якутия! Мы начинаем новый день на календаре 8 июня. И с вами снова я, Дарья Анкехова. Мы очень рады, что ежедневно мы встречаем утро вместе с вами, телезрителями канала Якутия-24 и НВК Саха. И как всегда, позвольте мне анонсировать, что же мы узнаем сегодня. Сегодня в стране отмечается День социального работника. И в рамках нашего эфира мы расскажем вам про ценность и значимость этой профессии. Также обязательно узнаем, какие мероприятия запланированы именно к этому празднику в нашей столице. Из мировых новостей мы узнаем, кто же придумал первую летающую тарелку, которая уже покоряет небесные просторы мира. Далее вновь возвратимся к теме «Сад и огород». И сегодня мы расскажем вам, какие садовые цветы опасны для детей. Обязательно покажем новости из мира животных, ну а завершим наш эфир участием гостя на тему «Таинственные знаки и предсказания». Попробуем сегодня узнать, почему люди верят в чудо, и есть ли на самом деле что-то потустороннее, которое помогает нам избежать неприятностей. Так что, если вы верите в чудеса, мистику и потустороннее, оставайтесь с нами, и, возможно, для вас сегодня эфир будет очень интересным. Напоминаю вам о том, что у нас есть активная телеграм-страничка, куда вы можете отправлять свои сообщения, предложения, вопросы. Ну и, конечно, всегда там самые последние актуальные новости. И обязательно мы проводим различные конкурсы. Поэтому подписывайтесь, будьте в курсе событий. Ну а я готова рассказать вам, какая же погода сейчас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 6 градусов. В заречной группе 10-15 выше 0. В южных 9-11. В Вилюйской группе 6-10 со знаком плюс. В Нижнеленских 11-12. В западных районах 8-10 градусов выше 0. В Колымо-Дигирской группе улусов до плюс 16. На северо-западе 1-9 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 14 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 23 градусов. Узнали, какая же погода за окном, ну а сейчас предлагаем, как всегда, проснуться вместе с нами и поговорим мы о праздниках. Ведь ежедневно на календаре есть определенные даты и события, которые можно отметить. Сегодня День инженера в Перу. В Штатах отмечают День радостного утреннего пробуждения. А какие же еще праздники отмечаются сегодня, узнаем из нашей постоянной рубрики «Даты и события». 8 июня – Всемирный день океанов, один из праздников ООН. Также сегодня День социального работника в России, День Республики Карелия и Всемирный день петербургских котов и кошек. По народному календарю, если комаров 8 июня много, то последние дни июня будут теплые, но дождливые. 8 июня 1869 года американец Айвс МакГафни запатентовал первый в мире пылесос. 8 июня 1909 года выпущен первый серийный автомобиль российского производства – двухместный Руссо Балт. 8 июня 1946 года основана Международная организация журналистов. Ее членами тогда стала 21 страна антигитлеровской коалиции. 8 июня 1948 года в южной части Урала запущен советский реактор для производства оружейного плутония. 8 июня 1625 года родился Джованни Кассини, итальянский и французский астроном. В этот день в 1810 году родился Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог и музыкальный критик. 8 июня 1837 года родился Иван Крамской, русский живописец и художественный критик. В 1920 году в этот день появился на свет Иван Кожедуб, советский военный летчик и военный деятель, маршал авиации. 8 июня 1951 года родилась Бонни Тайлер, британская рок-певица. Именины в этот день празднуют Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий. Как уже было сказано, сегодня отмечается День социального работника. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан указ.
положившей начало созданию государственной системы социальной защиты. Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых. По указу Петра I для 10 человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников. А сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране. Вот такой замечательный праздник. Ну а давайте подробнее об этой замечательной профессии узнаем в нашем сюжете. Знакомьтесь, это Антонина. И каждое утро ее день начинается с похода в гости. Это ее работа. Она социальный работник. А в гости ходит она не пить чаи, а помогать людям пожилого возраста по хозяйству. Здравствуйте, Галина Борисовна. Добрый день, дорогие гости. А вот рассады. Спасибо. На балкон. Это на балкон отнесем, да? Ага, на балкон сразу. Надо показать ее, что это рассада. Это у нас что будут? Это у нас астры многолетние. Многолетние. Хорошо. Астры многолетние, но тут еще другие тоже есть. С Галиной Борисовной Антонина работает уже несколько лет. Сейчас они уже общаются как близкие друзья. По словам бабушки, Антонина ей помогает не только убираться по дому, но и освоить компьютерную грамотность. Ну, мне, конечно, очень трудно. Я даже побаиваюсь, допустим, на антресоли там шторы снять, люстру помыть, там пыль убрать, даже книжный шкаф там где-то наверху. Я уже просто побаиваюсь, а вдруг голова закружится, там мало ли что может быть. Поэтому Тоня мне уже вот это не разрешает. Галина Борисовна, вот это она уже знает, где нам пора протирать там, напоминает даже, ну, чтобы был порядок. Она очень строго, конечно, в этом отношении, чтобы и посуда была помытая, и туалет в порядке, и ванная в порядке, чтобы, ну, в общем, в этом отношении она, конечно, молодец. Антонина в прошлом учитель музыки и 7 лет тому назад решила резко поменять свой вид деятельности и решилась стать социальным работником. Работа меня сразу, заинтересовала. И работаю, мне нравится. И с бабушками нахожу общий язык. Ну, у нас каждый день по-другому начинается. Сперва бывает, созваниваемся обязательно с получателями, с бабушками, с дедушками. И берем задание, что-то купить, в аптеку сходить, продукты. Или в больницу, бесплатные рецепты, или какие-то юридические консультации, пенсионные, соцзащиту. И записываем в дневниках задания, и все работы делаем и приходим к своим получателям. В день соцработники посещают порядка 10 адресов, так что день у них полностью расписан с утра до вечера. Не каждый сможет осилить такую работу. Тут надо уметь правильно распределять время и уметь работать по графику и по режиму дня своих подопечных. Я считаю, что создание социальной службы – это, очень хорошее начинание, может быть, даже. Или оно давно началось, это, но продолжается, совершенствуется. Они не дают нам чувствовать себя совсем старыми, такими немощными. Поднимают дух, поднимают настроение. Поэтому в день социального работника мне хочется пожелать, конечно, здоровья, успехов в работе. И самое главное, понимание на всех уровнях. Хочется, чтобы социальных работников понимали, и чтобы они находились у нас в ряду тех сотрудников, о которых нужно заботиться, о которых нужно думать, не только в моральном, но и в материальном плане. Дмитрий Тымыров, Семен Афанасьев, Якутск. И сейчас более подробно о значимости этой профессии мы поговорим с нашим гостем в студии. Это заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Афанасий Васильевич Постников. Доброе утро. Доброе утро. Поздравления, конечно, да. И вот сразу первый вопрос, конечно. Сколько человек сегодня работает в этой отрасли и какая же основная миссия у них?
Ну, давайте начнем с того, что сегодня у нас 105 лет социальной службы в Российской Федерации, в России, да? И у нас в отрасли в республике работает более 5500 человек по всей республике. И все вот они занимаются нашей работой. То есть так охотно идут, да, люди помогать сегодня. Если взять такую небольшую статистику, да, раньше социальный работник, да, и сегодня социальный работник, изменился ли образ? Ну, допустим, 20 лет назад. Ну, скорее всего, суть работы не изменилась, потому что помощь людям, которые нуждаются в помощи, это никогда не изменится. Потому что именно в социальные работники идут люди, которые вот, ну, альтруисты в основном, да, которые вот сами хотят помочь людям, которые попали в ту или другую жизненную ситуацию. А сколько сегодня людей на территории республики воспользовались этой помощью? То есть кто получает социальную поддержку сегодня? Ну, получают социальную поддержку у нас очень многие, скажем так, 1/3 нашей республики в получателях. Но мы же занимаемся и детьми, и людьми, которые вот в трудной жизненной ситуации, и многодетными занимаемся, и пожилыми одиноко проживающими, и инвалидами. Ну, вот этот слой населения, с которыми мы работаем, которые нуждаются в нашей помощи. Ну да, сложилось такое стереотипное мнение, да, о том, что социальный работник – это только для людей пожилого возраста в основном, да, для бабушек и дедушек, которые остались одинокими. Но ведь это совсем не так. Нет, конечно, потому что в помощи нуждаются и многодетные, и малообеспеченные слои населения. Ну и, конечно же, дети-сироты, с которыми мы тоже работаем. Если, допустим, сейчас кто-то из наших телезрителей захотел бы воспользоваться, да, вот именно помощью социального работника, куда они могут обратиться, и как-то это нужно подавать заявку, проходить некий, ну, допустим, отбор, да, или все-таки главное желание вот, и нужда в помощи? Ну, обращаться нужно в управление социальной защиты, потому что это у нас центровые направления в территориальных, в улусных направлениях, да. И, конечно же, можно обратиться к любому социальному работнику. К социальным работникам мы относим не только наших работников, да, министерства в отрасли. У нас есть и социальные педагоги, и социальные психологи, и врачи тоже есть, реабилитологи, которые работают тоже. И к любому человеку можно обратиться и получить информацию про нас. Дорогие телезрители, мы сейчас прервемся на новостной блок, ну а позже вновь вернемся в прямой эфир и поговорим о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках празднования Дня социального работника в республике. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Всего 66% местных рабочих трудятся в якутской рудной компании. Они добывают и отгружают партии добытой железной руды на месторождении Сиваглинское. Первая отгрузка прошла в апреле этого года. Благодаря усилиям местных специалистов порядка 4000 тонн продукции направились в адрес Челябинского металлургического комбината. Ежегодный объем добычи составит 1 250 000 тонн руд. В целом запасы железной руды на Сиваглинском месторождении превышают 20 миллионов тонн. Товарооборот между Якутией и Китаем вырос за 2 года почти в 3 раза, до $3 миллиардов. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Айсен Николаев. В условиях западных санкций сотрудничество с Китаем для нашей страны очень важно. В 2019 году товарооборот Якутии с Китаем был порядка $900 миллионов. Сейчас, по итогам прошлого года, $3 миллиарда. Есть тенденция, что он будет расти, сказал глава республики. По его словам, между Якутией и Китаем динамично развиваются гуманитарные отношения, налажено сотрудничество в области науки, туризма и культуры. Проект Ленского моста отправили на федеральную госэкспертизу, где дадут окончательный ответ по техническим характеристикам и стоимости объекта. Об этом также на пресс-конференции сообщил руководитель региона. После окончания всех работ, корректировки проектно-сметной документации и согласования с федеральными министерствами, на прошлой неделе проект моста официально прошел на федеральную госэкспертизу, которая должна окончательно дать вердикт техническим характеристикам и сметной стоимости моста.
В Республиканской библиотеке для слепых презентовали книгу на якутском языке. Иван Николаевич Егоров, Иван Горный, поэт, педагог, переводчик. Иван Горный – известный незрячий поэт и публицист, ветеран педагогического труда, член Союза писателей республики, первый тифлопедагог из народа Саха, создатель якутского алфавита по системе Брайля. В книге собраны его статьи о своей родословной, семье и творческом пути, воспоминания его современников, семьи и товарищей. Для библиотеки Иван Горный остался как сподвижник, верный друг и советник, сыгравший в развитии учреждения особую роль. А ключевым событием мероприятия стало присвоение имени Ивана Егорова Горного Республиканской библиотеки для слепых. Когда теперь уже будут гости заходить, читатели изучают, здесь уже имя Ивана Горного будет освещать вот эту новую дорогу нашего учреждения. 2500 человек, которые состоят читателями нашей библиотеки, для них это тоже событие, радостное событие. Иван Николаевич отдал свою жизнь труду, такому непосильному труду, для того, чтобы люди, которых лишены возможности как бы вместе читать, смотреть, которые незрячих наших читателей, чтобы их жизнь была насыщена тоже содержанием. Якутские обереги Харсхал произвели фурор на Красной площади. Их своими руками создали гости книжного фестиваля. А в рамках мастер-класса от издательства «Аяр» все желающие прикоснулись к талисманам удачи и защиты, узнали о значении яровидного и пятиглазого узоров, а также узора изобилия в форме сердца. Самые любознательные заглянули в книгу о народном искусстве Саха, где расписаны все тонкости традиционных художественных промыслов. Конечно, очень полезно, во-первых, другую культуру узнать. Очень важно, тем более в наше время. Вообще люди должны между собой как-то вот узнавать друг друга больше друг о друге. Это самое главное, чтобы с детства, чтобы была дружба народов, чтобы все вместе. Ну, Россия огромная и очень тяжело, вообще, наверное, невозможно везде побывать, поэтому очень интересно узнать вот о далеких регионах. Вот. Очень интересно и самобытно сохранены все традиции, вот, костюмы. Мы продолжаем наш утренний эфир, и до ухода на небольшую паузу мы говорили с гостем в студии. Это заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Афанасием Васильевичем Постниковым о празднике, который отмечается сегодня. Это День социального работника. Какие мероприятия ожидаются вот в рамках такого замечательного праздника? Ну, мы начали неделю социального работника. Прямо с понедельника приехали все наши директора учреждений, все 85 директоров учреждений нашей республики. И мы начали уже, сначала подвели итоги, а потом начали ставить уже наши предыдущие планы, как мы будем работать на следующую пятилетку. Были проведены стратегические сессии. Это наших директоров и наших основных работников, которых мы тоже слушаемся, да, как наставников. И вчера была проведена коллегия расширенная, где приняли участие все муниципальные образования и все наши учреждения и наши социальные партнеры. У нас социальных партнеров тоже очень много. Это и Социальный фонд Российской Федерации, это и другие наши органы исполнительной власти. Ну и сегодня у нас проходит большое торжественное мероприятие с участием руководства республики. Мы там будем отмечать наших лучших работников, которые победили в конкурсах и были наиболее лучшими в этом году за прошедший день. И, конечно же, завтра у нас будет тоже мероприятие по отраслям. И по всем учреждениям мы проведем день открытых дверей. Можно будет подойти и посмотреть, как работают наши социальные работники, чем они занимаются, как они работают и как они должны работать. И поэтому потом мы проведем слет наших социальных работников. Туда мы приглашаем всех наших социальных партнеров. И, конечно же, будем говорить о будущем. Как в условиях нового времени мы должны сделать так, чтобы людям было лучше. Если подытожить, да, вот все, о чем мы говорили, социальный работник сегодня это какой человек? Вот, если описать его буквально несколькими словами. Социальный работник – это человек, который приходит в помощь в любую жизненную ситуацию, трудную ситуацию, который, несмотря на свои дела, может подойти и днем, и ночью, чтобы помочь или ребенку, или пожилому человеку. Давайте же поздравим всех работников нашей республики с профессиональным праздником.
Так, я хочу поздравить от имени руководства отрасли Министерства труда всех наших социальных работников с сегодняшней датой, Днем социального работника, пожелать всем здоровья, самое главное здоровье и главное понимание близких, а самое главное близких и окружающих их людей. И, конечно же, я хочу поздравить всех наших социальных партнеров, это и наши предприниматели, и наши органы исполнительной власти, которые непосредственно занимаются вместе с нами социальной работой. Всем добра! Спасибо большое. Ну а мы, в свою очередь, благодарим вас за ваш нелегкий труд. И хотелось бы отметить, что в рамках нашей программы также есть социальный блок. Мы тоже стараемся помочь. А помогаем мы детям, которые мечтают обрести свою семью. И сегодня мы хотим познакомить вас с маленькой девочкой, которая очень верит в то, что ее мечта воплотится в жизнь. Познакомьтесь, Венера. Меня зовут Венера, мне 16 лет, учусь в 10 классе. В свободное время люблю читать книги. Библиотека – любимое место Венеры. Сюда она приходит по вечерам, выбирает с полки русскую литературу и с удовольствием читает Чехова, Пушкина. Есть у Венеры необычная мечта. Есть какая-нибудь мечта такая интересная? Да, у меня есть мечта. Хочу выучить японский и уехать в Японию. А почему в Японии? Почему на японский язык? Мне нравится их язык и нравится культура. О своих планах расскажи, пожалуйста. После 11-го хочу поступить в педагогический колледж дошкольный. Венера доброжелательная, открытая и спокойная девочка. Она хочет жить и воспитываться в семье. И мы надеемся, что ее мечта осуществится. А мы, в свою очередь, хотим поздравить наших коллег. Фонд «Дети Азии», благодаря кому эта рубрика существует. Мы периодически проводим статистику. Действительно, это благое дело. Вот так вот в тандеме работая телевидение и фонд, и мы, собственно, имеем результат. Дети находят своих родителей. Ну, а мы движемся дальше и переходим к теме из мира потусторонних сил. Ждете, когда к вам прилетят инопланетяне на тарелке? Кажется, все будет наоборот. В будущем люди будут сами кататься на тарелках. Энтузиасты из Китая доказали это совсем недавно. Так, компания представила настоящую летающую тарелку с кабиной для человека. Называется она iUFO. Над созданием аппарата работали 3 года подряд. На днях в городе Шэньчжэнь прошла презентация настоящего НЛО. Сообщается, что iUFO может летать 15 минут подряд со скоростью до 50 км в час. Высота полета до 200 метров. В кабину помещается только 1 человек. Производитель называет iUFO первой в мире настоящей тарелкой. Действительно, аппарат сделан в лучших традициях фильмов про пришельцев. За полет iUFO отвечает 12 винтовых электродвигателей. Пилот может сам управлять тарелкой, а может и передать управление компьютеру. У аппарата есть LED-подсветка по бокам и фонари для освещения места приземления. Уже это изобретение получило свой патент. Ожидается, что в будущем его будут продавать в качестве транспорта индивидуальной мобильности. Цена iUFO пока неизвестна. Я думаю, жители Китая совсем скоро уже привыкнут к тому, что некоторые люди будут передвигаться по территории страны на подобных тарелках, и это не будет вызывать у них чувство страха и опасения, потому что это лишь средство передвижения. Ну а тем временем россиян предупредили об опасных цветах для детей. Так, съеденный или даже просто пожеванный цветок способен вызвать сердечный приступ с летальным исходом. Так, вроде бы безобидные ландыши и крокусы могут быть опасны для детей до 8 лет, предупредила агроном Елена Горбунова. Также не менее ядовитой, чем ландыш, является наперстнянка. Ее листья, стебли, корни, цветы содержат дигитоксин.
это отравляющее вещество. Помимо этого, она предупредила об опасности аквилегии, гортензии, широколистой кальмии, дельфиниума и клематиса. Крайне осторожным она призвала быть при обращении с рододендроном, балладонной и живокостом, в южных регионах еще и с алиандром. Во всех этих цветах имеются токсические вещества. И еще надо быть осторожным с соком калужницы, купальницы, купены садовой и ясницы белого. Их сок вызывает химический ожог, заключила Горбунова. Продолжаем тему цветочную. Юные экологи Усть-Нерской средней школы имени Героя России Игоря Хоменко продолжают работу над своим проектом. Если прошлым летом они высадили цветы около своей школы, то сегодня это совершенно другая планка, уже на уровне поселка. Более подробно в материале Светланы Поцелуевой. Украсить родной поселок, высадив цветы, решили ребята Усть-Нерской средней школы имени Героя России Игоря Хоменко. Проект не только поддержали в поселковой администрации, но и оказали необходимую помощь. В марте месяце в администрацию поселка обратились школьники 4 класса, представили нам свой проект озеленения поселка, мы его поддержали. Спасибо нашим спонсорам, которые нам предоставили лодку, нашли, землю привезли, дети принесли рассаду. Мы рады, что в Усть-Нере есть такие инициативные школьники, которые хотят, чтобы поселок их стал намного краше. Это наш проект про цветы. Это придумала наша учительница Мира Деруковна. И мы хотим вместе с ней озеленить наш поселок, чтобы он стал еще красивее в несколько раз. Семена нам давали администрация и школа. Почву нам тоже выдавала администрация и школа. Рассаду мы выращивали все сами. Ой, я никакого отношения не имею. И вот теперь высаживаете, да? Да. А поливать потом летом кто будет? Все мы. Ребята очень старались, и им понравилась идея создания клумбы. А учащиеся Усть-Нерской гимназии высаживают цветы на своей территории уже не первый год. Сегодня у нас работают зеленые пионеры, это ученики 7 А-класса в основном. Но и на помощь пришли ученики 6 Б-класса и 7 Б-класса. Рассаду выращивают, начиная с февраля месяца. Ребята ухаживают частично на уроках технологии, на уроках биологии, внеурочно. В каникулы, вот сейчас июнь месяц, это площадка летняя, дети на площадке помогают, ухаживают, а потом уже работники гимназии. Высаживая цветы в открытый грунт в условиях Крайнего Севера, ребята ведут не только уход, но и наблюдение. Уже сделаны первые выводы. Проект называется «Тема исследования условий для адаптации и выращивания цветочных культур, перспективных для аэронирования в поселке Усть-Нера». Высаживаем мы астры, бархатцы, потом алисиум, цинию, анюткины глазки, петунью и все. Петуния, конечно, не быстро росла, но астры, бархатцы уже расцвели. И также петуния уже все расцвело. Учащиеся высадили цветы у своих школ, у Дома культуры, на площади Победы и у некоторых административных зданий. Глядя на них, воодушевились и некоторые взрослые. Хочется, чтобы каждый житель поселка вкладывал частичку своего труда, делая родную Усть-Неру чище и красивее. Ну а сейчас мы хотели бы перейти к совершенно другой теме. Это тема историй, связанных с братьями нашими меньшими, потому что действительно, ведь очень много иногда забавных, иногда трогательных историй связано именно с ними. И мы в рамках нашего утреннего эфира часто рассказываем истории, когда люди помогают, либо когда животные, возможно, попадают в трудную ситуацию. Но в любом случае мы обязаны и просто должны следить за такими историями не просто так, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.
Так сотни хвостатых опробовали сапсерфинг вместе со своими хозяевами в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге в это воскресенье. Съемочная группа «Раптли» пообщалась с хозяйками участников мероприятия и посмотрели на успехи собак в водном виде спорта. На кадрах собаки в спасательных жилетах вместе со своими владельцами плавают на сапах по озеру. Организатор мероприятия Анастасия Тереш рассказала, что на заплыв зарегистрировалось более 800 участников, многие из которых приходят уже не первый год. У нас очень много постоянников, очень много. Я прямо запоминаю людей, которые к нам годами ходят. И в соцсетях они довольно такие активные, лояльные, постоянно пишут о том, что мы так ждем, когда уже, расскажите. И просто, для меня, по моим ощущениям, они ждут этот день как праздник, как, не знаю, день рождения или Новый год, потому что они здесь заряжаются, знакомятся с новыми людьми, с теми, кто их понимает. Анастасия добавила, что несмотря на то, что заплыв изначально организован для собак, среди участников был даже кот. Хозяева питомцев рассказали, что животные были рады заплыву. Классно, погода хотя бы хорошая. В прошлом году тоже была хорошая, но переживала, что будет облачно и более прохладно. Очень классно. Погода хорошая, накатались, наплавались. Отлично, немножко вроде испугался, когда первый раз нырнул. Но ничего, веселый он, счастливый. Также участники отметили, что мероприятие состоялось в хорошую погоду, что позволило всем вдоволь накататься и наплаваться. Замечательная идея и для жителей нашей республики. Домашние питомцы есть. Сапсерфы сегодня в Якутии – это уже не какая-то уникальная вещь. Я думаю, собрать сообщество небольшое, организовать такие мероприятия этим летом будет отличным поводом, потому что, я думаю, очень много якутян имеют домашних животных. И, в принципе, со спортом это все объединить возможно. А у многих людей в доме проживают несколько питомцев, будь то собака или кошка. Иногда у них происходят свои интересные взаимоотношения. Так в сети появилось видео под названием «Ну и не дружи». В одном доме живут кошка и собака. Это двойная порция забавных сцен, которые устраивают пушистые любимцы. Иногда они даже могут обидеться друг на друга из-за занятой лежанки, например, либо из-за внимания хозяина, или другой, казалось бы, незначительной вещи. Пример тому – это видео. Собака породы Сибаину обиделась на кота из-за того, что тот замахнулся на нее лапкой. Месть не заставила долго ждать. Пес сбросил на пушистого подушку, тем самым поставил точку в их разговоре. Кот не ожидал такой реакции и с полным недоумением посмотрел на хозяйку. Женщина успела заснять всю эту семейную драму на телефон. Судя по взгляду кота, он запомнил, что вы посмеялись над ним, написал один из пользователей. Удивляешься порой, как мир животных похож на наш, человеческий, да? Иногда порой тоже кто-то из твоих близких может и в тебя подушку бросить, лишь бы ты замолчал и успокоился. А сейчас перейдем к следующей новости. Трехмесячный котенок по кличке Лего попал под машину в Ставропольском крае и остался без лапки и хвостика. Но благодаря неравнодушным людям из зооцентра «Пес и кот» он сейчас находится на пути к выздоровлению. Во вторник съемочная группа «Раптли» пообщалась с волонтерами и узнала о самочувствии малыша. Вот эта лапа. Остаток. Тут, я не знаю, еще где-то хвост валялся. Докурил и поехал. Доброволец Екатерина Самойленко рассказала, что котенок лишился конечности под колесами автомобиля 16 мая в городе Прохладном. По словам местной жительницы, ставшей свидетельницей аварии, водитель уехал, оставив истекающего кровью котенка на обочине. Затем неравнодушная девушка связалась с Екатериной и отправила пушистого пострадавшего в ветеринарный центр в Георгиевск. Мне позвонила девушка, я была на работе, вся в слезах, вся в истерике, и пыталась объяснить, что тут котенок, ему размолотила лапу под капотом, я не знаю, что с ним делать, у него лапа оторвана, хвост оторван, все висит, там мясо. Говорит, помогите, пожалуйста. Она не первый раз уже ко мне обращалась, поэтому знает то, что я помогаю таким тяжелым.
И котенок находился в городе Прохладном, Кабардино-Балкарской республики. Так как я была на работе, естественно, за ним приехать не смогла. Попросила девушку, чтобы она посадила его в такси, в коробочку и сразу напрямую отправила в клинику. И вот уже котенок поступил в клинику в тяжелом состоянии. Через пару часов уже где-то был прооперирован. Операцию перенес очень даже хорошо. В свою очередь ветеринар-центр добавила, что котенок быстро идет на поправку и учится жить без лапки и хвоста. Прогнозы у него положительные, то есть он уже самостоятельно ходит на 3 лапах, диурезодификация у него самостоятельная тоже, ест отлично, активный. Если мы с ним играем, то он всегда очень рад, контактный, ласковый. То есть он, в принципе, уже восстановился. Только осталось зарасти шерстному покрову. Самойленко также сообщила, что на месте происшествия нашлись мама и брат Лего. После выписки ушастого пациента из клиники вся кошачья семья воссоединится. В ближайшее время Лего будет находиться на передержке у Екатерины, где окончательно поправится. Затем начнется поиск ответственных и заботливых хозяев для котов. Не очень радостная новость, но, конечно, я думаю, многие переживают за этого маленького котенка, и все у него будет хорошо. Ну а сейчас хотелось бы передать слово Сергею Михедову, который расскажет нам о последних новостях на территории нашей республики и за ее пределами. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Авиакомпания «Якутия» получит свыше 121 миллиона рублей на субсидирование билетов до Москвы. Перелетами могут воспользоваться льготные категории граждан. Субсидированные билеты появятся в продаже в ближайшие дни. Таких мест на одном рейсе может быть до 40%. К льготным категориям относятся молодежь в возрасте до 22 лет, женщины старше 55, мужчины старше 60 лет. Также инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, инвалиды с детства, второй и третьей групп, сопровождающие детей-инвалидов, члены многодетных семей, имеющие соответствующие документы установленного образца. Самолет-зондировщик полярных авиалиний прибудет в Якутск на этой неделе. Он будет работать и в тех районах, где наблюдается засуха. Собственный самолет-зондировщик, оборудованный на базе воздушного судна Ан-26, прибудет в Якутск 10-11 июня. Напомним, глава республики Айсан Николаев ранее отмечал, что самолет будет задействован не только в вызывании дождей, но и в тех районах, в которых постоянно наблюдается засуха, что важно для сельского хозяйства. Строительная готовность Жатайской судоверфи. Около 60%. Продолжается строительство блока корпусных производств. Как ожидается, судостроительное предприятие сможет выпускать до 10 речных судов ежегодно. Также там будут ремонтировать, модернизировать и утилизировать суда. Как заверяет подрядчик, производственный комплекс должен быть введен в эксплуатацию уже в этом году. Однако на самом деле сроки завершения работ на объекте неизвестны. Их тормозят сразу несколько факторов. Удорожание строительных материалов, нехватка узконаправленных специалистов, а также недостаток финансовых средств на полную реализацию построек. На сегодняшний момент ведутся работы по еще у нас по крановому хозяйству. Подготовка, значит, отторговано у нас полностью все 27 кранов. И я думаю, надеюсь, где-то в августе месяце они уже прибудут на строительную площадку для монтажа. Идут, значит, у нас на сегодняшний день. Дело в том, что мы только недавно привлекли средства. Долгая у нас была эта коллизия, значит, и идут торги по основному оборудованию. Ну, я думаю, тоже оно в конце года должно у нас появиться. Якутия отправит продуктовые наборы для участников спецоперации к СЭХО. Оперштаб продолжает работу по дополнительному оснащению снаряжением и обмундированием участников спецоперации. В честь национального праздника СЭХ планируют направить продуктовые наборы бойцам. Напомним, по поручению главы региона в опорный пункт отправлена очередная партия квадроциклов «Сокол» с прицепами. Оттуда их направят в зону СВО якутским бойцам. Вместе с квадроциклами отправили автомобильную технику, товары и материальные ценности, а также посылки от предприятий, организаций и граждан, собранные общественной организацией «Якутия с тобой».
Заморозки, дожди и грозы. По информации якутских синоптиков, ряд районов Якутии настигнут дожди. Температура воздуха пока еще не превышает отметку в плюс 30 градусов. Так, юг, северо-запад и северо-восток региона ожидает небольшая дождливая погода. Возможны грозы, во время которых порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время суток упадет до плюс 7, плюс 12 градусов, а при прояснениях до нуля. Другая картина в северо-восточной и северо-западной частях республики, где ожидают заморозки. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. А теперь давайте узнаем, какие киноновинки сейчас идут в столичных кинотеатрах. Дорогая, с Мармадюком нужно что-то делать. Признаю, это не собака, а катастрофа. Смотрите в кинотеатре «Лена» с 8 июня. Анимационную ленту «Мармадюк», основанную на серии популярных газетных комиксов, запущенной в 1954 году. В центре сюжета очаровательный, но совершенно неуправляемый пес по кличке Мармадюк. При подготовке к тяжелому соревнованию ему придется пройти через ряд эпических провалов и множество невероятных приключений. Свидетелем всех этих бурных событий окажется знаменитый кинолог, который пытается сделать из недисциплинированного пса первого немецкого дога, выигравшего чемпионат мира среди собак. Поздравляю с участием в твоей первой выставке собак. А остальные точно собаки? Вон какой-то белый еж. В настоящее время приключения Мармадюка появляются в 660 газетах в 20 странах мира. Также существует 2 дюжины книг об этом персонаже. А в 2010 году вышла одноименная игровая экранизация, в которой главного героя озвучил Оуэн Уилсон. В свежей версии необузданного пса наделил голосом популярный американский комик Пит Дэвидсон. Себя и своих хозяев. Шутка. Мармадюк. В кино с 8 июня. Наши владения самые обширные на этой планете. Огромное таинственное создание, горбатый кит, выбросился на берег. В документальном фильме «Киты. Стражи планеты» зрителю предстоит узнать историю этих удивительных существ, обитателей Мирового океана, а также отправиться в путешествие по неизведанным территориям и малоизвестному обществу китов с их невероятными способностями и богатой жизнью. Красивая история жизни удивительных существ, разворачивающаяся в таинственных водах океана. Фильм состоит из беспрецедентных кадров, снятых в 4 разных уголках мира в 4К. Повествование в фильме ведется от лица кита. В оригинальной французской версии голос рассказчика принадлежит оскароносному актеру Жану Дюжардену, который сыграл в фильме «Артист». В русской же озвучке его голос достался Сергею Бурунову. Артист долгое время дублировал таких звезд, как Леонардо Ди Каприо, а также в последние годы завоевал сердца зрителей не только своим голосом, но и игрой на экране и юмором. Мы желаем вам приятного просмотра. Мы – стражи планеты. Киты – стражи планеты. В кино с 8 июня. Сегодня отмечается День таинственных знаков и предсказаний. Оказывается, история предсказаний определяется тысячелетиями. Камни, звезды, карты, тайные знаки. Какие только инструменты не использовались в разные времена для того, чтобы хоть приоткрыть немножко завесу тайны. Например, в средневековая Россия была весьма популярным так называемая библиомания, то есть составление предсказания по книгам. Я думаю, многие из нас это пробовали. Задаешь вопрос, открываешь книгу, страничку, строчку и читаешь. Ну а сейчас, как мы знаем, есть множество способов гадания и предсказаний. И сегодня в этот день мы хотим поговорить на тему, почему же все-таки люди верят во все это и действительно ли есть что-то такое, что дает людям
надежду, веру в то самое прекрасное будущее. У нас в гостях Ольга Медведева. Она энергопрактик и телесно-ориентированный терапевт. Ольга, доброе утро. Здравствуйте. Ну, для начала, конечно, необходимо отметить, что такое, кто такой человек-энергопрактик, да, и что такое телесно-ориентированный терапевт. Кто это? Вы знаете, я исследую способности тела человека, и это, наверное, не имеет отношения к магии, потому что очень сильно перепутаны сейчас многие вещи. Это больше об энергии, о физике, о науке и наших естественных способностях тела и психики. Ну, раньше бы, наверное, таких людей называли ведьмами, да, и периодически к ним, наверное, относились, да, так негативно, их и сжигали, и убивали, да, но сегодня совершенно другой век, да, и вот вы говорите о том, что вы работаете с энергией человека, да. Что мы можем по энергии человека определить? Энергией является абсолютно все, и первично для меня состояние. Я всегда говорю то, что человек может вам улыбаться, и мы будем видеть то, что нам не очень комфортно в его присутствии. И в то же время достаточно грустные глаза могут очень притягательно влиять на ваше состояние. Это как раз о той самой энергии, энергетике, которой обладает каждый человек, каждый из нас. Но это тоже определенный дар или все-таки это знание? Это доступно абсолютно каждому, и это знания и способности, которые каждый из нас может развивать. Развивать. То есть у вас это приобретенное, да, так сказать, талант, опыт, знания? Это и врожденное, и приобретенное, и то, что я исследую для себя и для других людей тоже, помогаю это раскрыть. Ну а сами вы верите в какое-то вот чудо, какие-то мистические вещи, потусторонний мир? На самом деле чудеса повсюду, и формируем мы свою реальность своим намерением. И, естественно, от нашего посыла все зависит, потому что только выбор человека создает все, что его окружает. Ну а если говорить все-таки про практические, да, моменты, это все теория, да, но вот энергия для многих, наверное, людей, возможно, сейчас будет непонятно, ну как она вообще выглядит, эта энергия, как с ней работать, и, да, допустим, вот вы говорите грустные глаза, да, если рассказать, ну, на примере, вот на реальной ситуации, которая произошла у вас, допустим, к вам приходит человек и... Ко мне приходит человек, и у него могут даже быть медицинские диагнозы. У меня есть пример, есть фотографии, случаи, да, люди, которые у меня обучаются, и с которыми мы взаимодействуем. Был диагноз аллопеция, который поставили уже медики как приговор. И именно из-за внутреннего состояния человека у девушки изменилось восприятие, ее подход к жизни, ее взгляд на мир, и диагноз этот сняли через полгода. То есть вы не говорили о том, что это там с глаз там, или Нет. некие черные силы, и поэтому у вас аллопеция, да? То есть вы проработали именно душевное состояние. Да. То есть все-таки тут есть и момент психологии еще. Напрямую это зависит с психикой, да, и когда мы перестаем ее блокировать, когда мы готовы увидеть и ту ложь, которая нас окружает, мы способны видеть возможности. Говоря о лжи, да, вот, Ольга, как вы думаете, сегодня очень много различных, да, специалистов вот именно в этой сфере, да, это и гадалки, и маги, и какие-то, допустим, люди, которые называют себя практиками, да, ну, допустим, работают в этой сфере. Как уметь различать это, да, и, собственно, может быть, нужно понимать, что начинать-то, наверное, надо с себя, да, вот кому ты хочешь больше пойти, да, или все-таки нужно идти к людям, которые имеют образование? Здесь, наверное, как раз хочу дать совет нашим зрителям. Не слушайте красивую, не смотрите на красивую обертку, слушайте свое сердце и слушайте тот отклик, который есть у вашего тела, потому что это самое честное и самое правильное. Вы абсолютно правы, сейчас многие люди говорят о знании, и это ни плохо, ни хорошо. Это все лишь опыт, да, на который мы можем попасться и можем обойти его точно так же. И вот для того, чтобы не пойти в какой-то негативный опыт, просто доверяйте больше себе. Ну, у нас сегодня день таинственных знаков и предсказаний. В вашей практике имеет место быть некие таинственные знаки или те же самые предсказания? Вы знаете, все пространство говорит с нами. Если посмотреть на то, что нас окружает, в каждом элементе пространства есть эти подсказки. И людям стоит лишь научиться их видеть и замечать. Ну, например, вот мы сидим сейчас все в неком недоумении. Они есть везде. Ну, к примеру, вот утром проснулся. Да.
и увидел какой знак, что? Вы можете Девчонка. сформировать какой-то запрос на сегодняшний день. Да? Любой вопрос уже... Что такое вообще формирование собственной реальности? Давайте я с вами поделюсь еще инструментами. Есть такие 4 позиции. Это выбор, вопрос, возможности и вклад. Когда мы задаем вопрос, мы уже начинаем тянуть энергию будущего, притягивать, формировать какие-то события, какой-то событийный ряд. Когда мы задали этот вопрос, то, как правило, у нас появляется выбор. Выбрать поехать на такси или на метро, выбрать элементарные какие-то вещи, пойти направо или налево. И тут вдруг случайно для нас начинаются открываться двери возможностей. Когда мы встречаем тех людей, когда нам предлагают какие-то возможности, так как сейчас, допустим, вы предложили выступить мне, да, это же тоже возможность. И из этих возможностей соткан весь наш мир. И здесь лишь наш взгляд на эти вещи, негативный или позитивный, согласиться или отказаться, увидеть хорошее, доброе, положительное или осудить этого человека, да, который предлагает возможность. Только это формирует уже тот вклад, который мы получим друг от друга. Вот такой очень интересный путь, да. И сразу возникает вопрос. Программа у нас утренняя, мы всегда даем людям советы, да, вот как утро правильно начинать, как правильно планировать день, как видеть позитив, как заряжаться энергией. И вроде бы фраза-то «зарядитесь энергией с нами». Но с точки зрения энергопрактика, да, утро начинать надо как? Вот, допустим, проснулась и сразу задаешь вопрос, да, вот как вы сказали, допустим, что я делаю, да, и, соответственно, какие возможности, да? Можно задать вопрос, любой из вопросов, что вы желаете проявить, допустим, сегодня. Да? Можно начать свое утро с состояния. А что даст вам это состояние? Вот здесь как раз очень важно слушать свое тело. Это может быть легкая зарядка, это может быть практика йоги, кому-то подходят танцевальные практики, у кого-то нет времени, и мы спешим на работу, просто улыбнитесь прохожему. И это тоже бывает практикой жизни. То есть вот с таких мелочей, да? Да. Не обязательно с утра просыпаться и задавать себе вопрос, встречу ли я сегодня любимого? Возможно и так. Возможно такое, да? Возможно. Или, допустим, получится ли у меня сделка? И такое тоже случается. И такое возможно. Если все-таки мы движемся вот в этом плане, да, задаете себе вопрос, получится ли у меня сегодня сделка? Ну, конечно, если она у тебя намечена, да, ты только об этом и думаешь. Как настроить себя на правильный лад? Ощущать. Смотрите, то, что легко для нас, то, что вызывает расширение. Вот мы сейчас с вами общаемся, и мне очень легко. Вы действительно позитивный человек. И это вызывает улыбку. Точно так же в бизнесе, с нашими проектами, с партнерами. Я даю очень много этих инструментов для того, чтобы человек увидел, что для него ресурсно, а что иногда кажется очень перспективным, но не всегда таким является, как это выглядит заманчиво. И вот здесь очень часто стоит идти в ощущение именно себя. Ну и также возникает тогда вопрос, но, как вы говорите, знаки. Многие видят обычно плохие знаки. Вот споткнулась, беда будет. А вот вернулась домой, что-то будет плохое. Кстати говоря, сегодня у меня это случилось. Допустим, я вернулась проверить, выключила ли я утюг. И, соответственно, опять применяешь знания, которые были заложены нашими бабушками, нужно посмотреть в зеркало. Да? И все равно ты уже едешь и думаешь, вернулась, значит, что-то будет, наверное, не очень хорошее. Да? Вот здесь нужно ли видеть эти знаки и обращать на них внимание или нет? А это как раз лишь установка и программа ума. Вы правильно абсолютно сказали, то, что это было заложено бабушкой. Но кто передал бабушке это знание? Скорее всего, когда-то с кем-то такое случилось, и это мог быть единичный случай. И бабушки просто поверили. И теперь мы поддерживаем ту реальность, как раз-таки то, что я называю ложью, о том, что может что-то случиться. То есть в такие знаки лучше не обращать внимания, потому что это будет некая установка. Вы знаете, у меня любой знак всегда к деньгам. Я всем говорю, увидели что-то, скажите к деньгам. То есть у вас вот так работает, да? Это, конечно, кошка перебежала дорогу черная, это к деньгам. Это, конечно же, шутка, но на самом деле, когда мы формируем свое мышление на позитивное, то действительно мы начинаем притягивать эти события в жизнь. А вот сегодня современный человек охотно идет к таким специалистам, как вы, да? То есть энергопрактик. Для многих, наверное, это что-то невероятное. И все сразу думают экстрасенс. Или, да, какая-то всевидящая. А все-таки мы говорим о том, что это совершенно другая история. На самом деле экстрасенсорные способности — это яснознание, ясновидение, яснослышание. И ими обладает абсолютно каждый человек. Это то, о чем я говорила с вами сейчас, и это то, о том, чтобы присутствовать в своей жизни. Когда мы ясно знаем, видим и слышим,
мы не сбиваемся с того пути и с намеченной цели. Мы очень легко притягиваем и формируем все, что мы желаем. И это лишь об этом. Ну а люди-то идут к вам? Да. Ну, то есть обращаются? Да. А обращаются все-таки с точки зрения плохих каких-то моментов в жизни? То есть что-то произошло, они пытаются разобраться? Или наоборот, с позитивом тоже могут прийти с каким-то? Вы знаете, когда я только начинала обучать людей, у меня были разные истории, и, конечно же, все зависело тоже от меня. Такие некие проработки с нами случаются на готовность. Сейчас среди моих клиентов достаточно успешные люди, и это люди, которыми я восхищаюсь тоже. Это человек, как правило, который не стоит на месте и хочет развиваться и узнавать о себе больше. И, соответственно, через это развитие происходит также расширение бизнесов, расширение какое-то в ваших проектах, соответственно, у кого повышение должности. Очень много случаев, которые просто меняют жизнь человека. И, то есть это все вот именно работа энергопрактика? Это не только энергопрактика работы, это работа прежде всего человека, который пришел, да, и его желание. Это обязательно. Ну, говорите, инструменты, да, то есть никаких там транс не вводите, там никаких не ставите свечей, да, и вот этот магический шар. Это все не про вас. Это не обо мне. Ага. То есть у вас больше беседы, какие-то тренинги? У нас беседа, работа с телом, работа как раз-таки с энергией, и это может почувствовать каждый на самом деле человек, в этом нет ничего потустороннего. Да, и многие вещи, даже связанные с экстрасенсами, точно так же они не являются такими страшными. Да. Ну что, Ольга, спасибо большое, что посетили наш эфир сегодня. Ну а мы, дорогие телезрители, говорим вам доброго, прекрасного утра. Берегите себя. Ну а мы увидимся уже завтра.